санатории «Черноморская зорька» в 2022 году отдохнуло на 600 детей больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава Коми. В прошлом году принадлежащие региону санатории серьезно модернизировали. Не только обновили номерной фонд, но и закупили современное оборудование, что повысило качество санаторного отдыха, а где-то позволило перейти на круглогодичный режим работы. О здравницах, где отдыхают взрослые и дети из нашей республики. Евгений Стокас. Жизнь на севере бывает непростой. Солнца мало, витаминов не хватает. Потому полезно из северных широт уезжать на отдых, а иногда и лечение. Санаториев, которые целиком принадлежат Коми, 4. 2 из них рядом, в Кировской области. Это Лесная Новь и Колос. В каждом скважины с минеральной водой и бесценная лечебная грязь. Только за прошлый год в этих здравницах побывали без малого 5000 жителей Коми. В 2022-м в санаториях отремонтировали номера. В Колосе, кроме этого, закупили оборудование для гидромассажа, а также обновили систему теплоснабжения. Все обновления, они важны. Надо понимать, что санаторий «Колос» — это еще ресурсоснабжающая организация, поэтому ремонт сетей коммунальных, теплооборудования, котельное, он также важен, как и реновация номерного фонда, так же, как и закупка нового медицинского оборудования. В 2023 году в санатории «Колос» будет проведен ремонт номерного фонда. Наверное, 30% его будет отремонтировано. Жемчужина санаторной сети «Северное сияние» в Крыму. 80% из тех, кто отдыхал здесь в прошлом году, жители Коми. Это почти 800 человек. В 2022-м санаторий перешел на круглогодичный режим работы. Персонал стало проще нанимать, санаторий больше заработал и впервые вложил из собственных средств, а не заемных, как раньше, 10 миллионов рублей в модернизацию. Здравницу почти целиком переоборудовали под нужды людей с инвалидностью и на этом не намерены останавливаться. На 2023 год мы планируем сейчас закончить бассейн, привести в порядок. Мы планируем сделать универсальную спортивную площадку для занятий футболом, волейболом, баскетболом. И плюс будет спортивная площадка для силовыми тренажерами и будет большая универсальная детская площадка. Также будем оборудовать въезды для маломобильных граждан на пляж. Дети из Коми традиционно ездят по путевкам в Черноморскую зорьку в Анапе. Там в прошлом году обновлен фасад 2-го корпуса, столовая, мебель в номерах и многое другое. Но пока перевести санаторий на такой же круглогодичный режим работы, как в «Северном сиянии», невозможно. Отопление в зданиях не было предусмотрено изначально. Республика решит этот вопрос в течение года, заверил глава. На этот год задача мной поставлена выделить средства, приобрести новую современную котельную модульную и обязательно провести модернизацию корпусов с выполнением как раз системы круглогодичного теплового контура, с тем, чтобы мы могли детей уже завозить круглый год, а это очень важно. В прошлом году в Черноморской зорьке уже отдохнуло на 600 детей больше, чем годом ранее. Всего более 2800 юных жителей Коми. Из них 400 с инвалидностью. Задача, которую поставил глава республики перед правительством, обеспечить 100% наполняемость наших санаториев жителями Коми, чтобы как можно больше детей и взрослых с севера получили заряд южного солнца. Евгений Стокас, телеканал Юрган.